Русская православная церковь дает возможность восточным народам сохранять свою культуру. Есть такой замечательный документ «Миссионерская концепция Русской православной церкви». И там описан очень важный принцип рецепции культур. Вот здесь пример такого небольшого шумаиля. Шумаиль – это татарское искусство, оно религиозное искусство, это восточные орнаменты, и в них вписаны молитвы. Вот в данном случае вы видите православный татарский шумаиль. Здесь молитва на татарском языке, в восточном стиле, таком привычном глазу татарина или восточного человека. И это как вот пример рецепции культур. Вот икона, написанная в татарском стиле. Это святой Авраамий Болгарский. Подписана эта икона на 2 языках, на славянском, на 3 языках, на славянском, на татарском и на чувашском. Дело в том, что Авраамия Болгарского убили болгары. То есть булгары, они потомки, предки чувашей. И поэтому мы подписали эту икону на чувашском языке. И еще здесь икону мы хотели вам показать. Эта икона называется «Курултай татарских святых». Вот икона Авраамия Болгарского была написана буквально за этот пост 2024 года. И самое интересное, что память Авраамию Болгарскому 14 апреля по новому стилю, а Феодору Болгарскому 4 мая, да, если не ошибаюсь. И все вот эти вот события, то, что сегодняшнее мероприятие вот проходит как раз вот в эти дни памяти вот этих святых. И икона Курултай татарских святых, она собрала святых татар, чистокровных, чингизидов, сиитов. Сииты – это потомки Мухаммеда, новомучеников. Есть 2 святых еще, то есть мы верим, что они святые, они не прославлены, они без нимб указаны. Это святой Василий Тимофеев и отец Даниил Сысоев. Но мы верим, что придет время, и они будут канонизированы. И икона тоже написана, татарская икона. Здесь можно увидеть, что святые изображены в привычных тому времени таких вот восточных одеяниях, в очагах, вот, Авраамий Болгарский в челме. И хотелось бы вот еще что сказать. Буквально уже сегодня проходит в Татарстане форум «Россия. Исламский мир». И завтра будет проводиться, начнет свой старт 14-й Всероссийский форум татарских религиозных деятелей и татарских религиозных деятелей. Вот мы знаем, что православных татар, священников, их более 500, казахов, священников, мы со многими наладили связь. И пока никто из наших религиозных татарских деятелей, никто не был приглашен. Вот сама стратегия, она уже провозгласила двухконфессиональность татарского народа, а пока еще не запущен полноценный процесс, когда татары православные будут участвовать во всех организациях, мероприятиях и будут представлены равнозначно на хорошем уровне. Естественно, мы не ждем, что это произойдет сразу, это время нужно. Наша община, она и существует для того, чтобы напоминать, говорить об этом событии, расширять его, говорить о том, что татарин, который принял православие, может сказать своим родственникам, что не надо смущаться. Это мой собственный выбор, и сами татары уже приняли эту стратегию и могут ссылаться на принятие вот этого решения самими татарами, чтобы не страдать излишне. Считаю, что это уже не своевременно. Надо сказать, что уже то время прошло. Ну вот, наверное,